Арвахшанлар, добрый вечер на АТР «Крымский вопрос». Сегодняшний наш гость, участница Крымского Майдана, общественный деятель и блогер Лиза Вагутская. Добрый вечер, Харлах. Добрый вечер. Лиза, 17-й день блокады. Можно ли какие-то промежуточные итоги уже провести? Ну, промежуточный итог таков. Мы наступили на пятки заинтересованным в контрабанде лицам, это очевидно, по высказываниям крымской стороны, крымско-российской стороны, и по тем действиям, которые сейчас, провокационным действиям, которые совершают то ли наши олигархи, то ли можно их называть, может быть, бизнесмены, то ли, может быть, просто бессовестные люди в отношении нашей акции. А вы для себя выделили вот перечень, кто вот здесь с украинской стороны, вот тут самое интересное, кому здесь повредили? Кто здесь играется в эту группу? Пофамильно я не могу назвать, конечно, кто. Потому что если бы мы знали пофамильно, мы бы знали бы и раньше. Но мы судим косвенно, мы судим по тому, какие телеканалы более всего агрессивно настроены к нашей акции. Поэтому я делаю выводы, что собственники этих медиаресурсов впрямую заинтересованы были в этой контрабанде. Но называть не хотите? Ну, почему не хочу? Хочу. Вот буквально позавчера вечером я приехала, а вчера мне уже с утра выбросили в Фейсбуке, посмотрели за фильм, как ты это оцениваешь, это же ужасно. И телеканал «1+1» и его... Выделить отдельно программа «Гроши». Да, именно об этой программе я хочу сказать. Естественно, я с двух раз посмотрела. Первый раз это на эмоциональном уровне, как я могу это воспринять, как обыватель. А второй раз уже с точки зрения анализа этой передачи, я его разложила по полочкам и поняла, что это типичная манипуляция сознанием граждан, абсолютно не отличающаяся от манипуляции российских СМИ со снегирями, с младенцами, которых мы поедаем и так далее. То есть... Мне кажется, работа была настолько топорна, что ее даже российские медиа не подхватили. Или нет? Или профессиональные СМИ? Нет, российские медиа не подхватили, потому что для них это жидко. То есть они более, скажем, большие фантазеры. Но с самого начала, я сегодня анализ свой в Фейсбуке выкладывала, с самого начала этой программы были очевидные такие ляпы и промахи. Например, относительно того, что... несчастные крымские жители, которые повелись на российскую пропаганду денег, хлеба и зрелищ, и вместо того, чтобы мы могли их принять в богатую, сытную Украину, такие злые крымские майдановцы объявили блокаду. А вот на самом деле, у меня мама живет в Крыму, в Симферополе, пока не ощущает на себе никаких ударов продуктовых, даже по ценам. Кому в Крыму стало хуже или не было задачи, чтобы в Крыму жителям стало хуже от этой блокады? Можно как-то объяснить, кому должно быть плохо от нее? Понимаете, слово «блокада» с самого начала, которое стало звучать, оно не сильно меня устраивало, в общем-то, поскольку я считала это не блокадой против мирного населения. Я считала, что мы блокируем контрабанду прежде всего. Это наша борьба с контрабандой, поскольку 95% по всей вероятности всех грузов, которые заходили в Крым из Украины, они шли транзитом в Россию через Крым, то есть Крым использовался как трафик, либо огромная часть продуктов шла в воинские части. Поэтому на мирных жителях, я даже не выделяю здесь, это пророссийские жители или это проукраинские жители, это жители Крыма, да. Я не думаю, что на них это очень сильно отразилось. То есть из них реально никто не ощущает, ни проукраинские, ни пророссийские, реально никто не ощущает, что стало жить хуже, или голод подбирается, или надо действительно невероятно сейчас запастись, потому что дальше будет не весело. Хорошо, почему из Крыма такая тоже реакция очень странная? Одни говорят, что это не повлияет никак на ситуацию с продовольственным балансом, всего лишь 5% в этом балансе украинских продуктов. Это слова Аксенова. Сегодня Константинов говорит о геноциде со стороны Украины. Так геноцид или не повлияет? Или что вообще? Понимаете, как раз мы и говорим о том, что
Мы наступили на болевой мозоль, потому что реально для мирных граждан это никак абсолютно не отражается на их продуктовом балансе, а вот контрабанда и продукты воинские части – это реальный удар по Крыму. Вот это тот реальный удар, который и собирались мы нанести, и мы достигли этого. Поэтому паника, которая сейчас царит в российских СМИ и в крымских российских, пророссийских в том числе, она как раз и говорит о неком геноциде. Тем более, что Константинов где-то 2 недели назад заявлял о 20% украинских товаров на полках. Вчера он сказал за 5%. И вчера же он говорит о том, что это на нас никак не повлияет, потому что Россия нам поможет, она спасет. И сегодня он делает заявление о геноциде. И мало того, что он делает заявление, он еще и просит эту няш-мяшу, значит, провести расследование и дать свой правовой анализ ситуации. То есть каким образом она может реагировать на то, что Украина украинский товар ввозит или не ввозит. То есть вот она должна дать эту правовую оценку. На ваш взгляд, необходим ли следующий этап, все-таки назовем это блокады? Там говорилось об энергетической блокаде, еще какой-то был третий этап, я не знаю, знаете ли вы о нем? Что такое третий этап? Я слышал о втором, это, не знаю... Ну, я думаю, что будет и третий, и четвертый, и пятый, будут какие-то чтобы включаться новые... в эти этапы. Я знаю сейчас о реально, скажем, предстоящем этапе, это энергетический этап, и я считаю это правильно, поскольку есть у нас определенные требования. То есть наш Майдан выдвигает определенные требования. Эти требования прежде всего направлены на освобождение всех наших заключенных, которые находятся и вот в тут местах у лишения многих скепсис, свободы. даже у тех, кто поддерживает Майдан, что никто не пойдет на переговоры по освобождению тех, кто сидит Не в пойдет СИЗО. и не пойдет, значит, тогда российская армия будет ждать российский продукт. Это раз. Не будет продолжаться контрабанда, это два. Они сейчас ищут А если любые отпустят, пути. то будет продолжаться контрабанда и пойдет продукт в нет, российские воинские части? Нет. А как? Дело в том, что мы же говорим о гуманитарном коридоре. То есть либо он будет продолжать оставаться закрытым, либо мы его откроем. Если речь идет, как они говорят, да, о геноциде нашего народа, если они говорят о том, что мы хотим заморить голодом, то мы можем предоставить возможность тем, кто там проживает, отовариваться в Украине и, скажем, обеспечить себя продуктами. То есть мы будем искать механизмы, при которых мирное население не пострадает. Но у нас будут дополнительные требования. Таким образом, мы будем включать определенный свой поток требований, и тогда мы можем не включить второй этап нашей блокады, третий этап нашей блокады. И таким образом мы можем остановиться, скажем, лишь на продуктовой. Но в любом случае продолжать контрабанду, такой, как она была, ну, это уже вряд ли удастся. Но, во всяком случае, те механизмы, которые ищут наши, как можно владці, да, как их называют, или бизнесмены, ну, им придется действительно хорошо подумать, как и что делать. Сейчас они включают баржи, сейчас они включают Скадовск, включают морское перемещение грузов. В Крым? Да. Из Скадовска? Да. И да. как это происходит? Ведь Но, на самом деле порты, по-моему, под большим даже контролем. Да, наши Крым, они не под контролем находятся, они закрыты. То есть любое вхождение в наш порт накладывает отпечаток. Любое же судно, которое войдет в Крымский порт, будет зафиксировано. Да? Естественно, да. Но, соответственно, видимо, наши олигархи ничего не боятся, потому что сегодня Мустафа Джамилев сделал заявление Петру Порошенко о том, что у него есть такие сведения, что из Скадовска груз переправляется баржами в Евпаторию, в Севастополь и так далее. Ну вот мы сейчас ждем решения президента о том, чтобы, значит, ужесточить контроль грузов на морских портах, потому что нам легко удерживать, допустим, дороги, да, но просмотреть все порты, это, мне кажется, уже должны делать все-таки государственные службы. У вас есть ответ на вопрос, почему Верховная Рада в срочном порядке просто не отменила закон о свободной экономической зоне Крыма? Значит, здесь ситуация такая. По-моему, уже президент внес в парламент законопроект об отмене этого закона. Но поскольку есть в этом законе определенные нюансы, значит, которые защищают интересы определенных групп, то было предложено, я так, насколько я знаю, то есть
мне об этом рассказывали, что значит, вместо этого закона будет прорабатываться какой-то другой, который будет сохранять некоторые положения из этого закона. Что из этого получится? А что можно сохранить из этого положения? Я так думаю, что в результате сохранится все то же, но будет под другим соусом называться. Но, по сути дела, мы будем смотреть на то, что как Верховная Рада примет закон, и будет ли он устраивать нашу сторону для того, чтобы мы могли каким-то образом менять свои действия. Ведь что происходило раньше? Был закон о свободной экономической зоне, но он по сути не работал, потому что он не был до конца отрепетирован, не были введены подзаконные акты, которые регулируют действие этого закона. Поэтому этот закон служил, собственно говоря, такой отмазкой в руках нечестных дельцов, которые делали сопроводительные документы где-то в Херсонской области или непосредственно у Каланчака, или непосредственно уже в Крыму. Огромные билборды на дороге установлены, таможенный брокер в Крыму и номер телефона украинский и крымский. Тот, который просто выдает документы. Месяц назад еще на этих билбордах было написано значит, доставка грузов, таможенная декларация, номер телефона и сколько стоит эта услуга, 1500 гривен. Может, я чего-то не понимаю, может, все можно сделать проще, просто в этом месте, на переходах на оккупированную территорию, можно разработать правила ввоза-вывоза личных вещей, как из Крыма. Да. На самом деле у граждан Украины, если кто-то их, по-моему, хочет защищать и думать о гражданах Украины в Крыму, бывают проблемы с вывозом личных вещей, те, которые покидают Крым или переезжают, да, в Украину, с вывозом личных вещей из Крыма. Именно на украинской стороне эти проблемы бывают. Нормы определить вывоза личных вещей и ввоза, например, тех же продуктов, да, там, условно говоря, там, 100 килограмм картошки на человека или что-то такое. Или все это сложно на самом деле? Нет, это на самом деле не сложно очень. Мы сейчас разрабатываем такое внутреннее постановление, по которому будет осуществляться контроль перемещаемых грузов. Есть таможенный штаб блокады, да. Значит, мы будем в основном основываться на таможенной декларации, но поскольку она работает в основном на ввоз товаров и неограниченный вывоз, то вот здесь как раз мы будем регулировать и нормы вывоза товаров. То есть скорее всего, мы будем пользоваться теми же самыми правилами, что и на ввоз товаров, только, скажем, уже более четко давать контроль вывозимым продуктам. То есть, допустим, сыпучих там, круп, сыпучих продуктов мы можем возить не больше 2 килограмм, колбасы не больше 2 килограмм. Я, кстати, читал. Мне этот вариант тоже не очень нравится. Если мы говорим, что люди должны свободно выезжать на хабы и закупать, но никто за 2 килограммами крупы и за 2 килограммами колбасы и за 2 килограммами картошки не выйдет, да, то есть как минимум люди даже, мы помним все Симферополь, если они ехали не на свой маленький магазин или рынок, а на привоз, то с привоза они возили уже мешком, да, там, 50 килограмм. О каких 2 килограммах может идти речь? Значит, мы говорим 2 килограмма одного продукта, второго, третьего. В совокупности это не должно превышать 50 килограмм. То есть совокупного товара. Не занижены ли эти нормы? Нет, это международное правило. 50 килограмм совокупного груза человек может перевозить. Подождите, то есть мы хотим все равно рассматривать въезд в Крым как просто выезд на определенную за границу, как обычно выезд за рубеж, да? Ну, мы рассматриваем как выезд на оккупированную территорию. Понимаете, как бы это же не мы рассматриваем. По идее, это рассматривает таможня Украины. Ведь таможня вводит, наша украинская, правила ввоза на территорию Украины. То есть при перевозе личных вещей нам говорят то же самое, что вы можете перевезти не более 50 килограмм. И на наш вопрос, что мы перевозим с территории Украины на территорию Украины, тем более мы не вывозим, а ввозим сюда наши личные вещи на свою же родную территорию, мы сталкиваемся с проблемой. Мне кажется, у штаба какое-то заблуждение. Давайте представим, что человек будет ехать из Керчи, или из Ялты, или из Черноморского, да, из таких крайних точек, на Каланчак или на Чонгар, будем думать, что он не будет ехать куда-то далеко в Херсон, а прям там будет хаб. Если правительство примет такое решение на приграничной территории, еще разрешит. Да, это решение на самом деле сложное. Там есть особый порядок нахождения всех этих торговых учреждений или любых других на приграничной территории. То есть вы представляете себе, что из Керчи или из Ялты, или даже из Симферополя люди поедут за 50 килограммами товара? Нет, я не представляю. Вот именно в этом и состоит, скажем, секрет весь нашей первой части блокады.
поскольку у нас есть требования определенные. И уже, скажем, возможность людей отовариваться на вот этих вот хабах, она будет включена после того, как будут выполнены первичные наши требования. Пока они не будут выполнены, Хабов тоже не будет. Я думаю, что ограничения ввоза и вывоза товара, ну, для нашей страны, скорее, это вывоза товара с Украины, они будут существовать. То есть, ну и какой нам смысл тогда с этим бороться, если просто будут выезжать? Причем, обратите внимание, а как они будут выезжать, эти фуры, с какими номерами, если они имеют исключительно российско-крымские номера, которые не признают Украину? Хорошо, любой гражданин Крыма. На каком автомобиле он сможет выехать, если у него только номера 82-го региона или 777-го? Российского, да? Да, то есть он не сможет въехать сюда, в Украину. То есть, создавая такой закон, мы должны еще и продумать пути перемещения этих грузов, чем и как он будет въезжать, Кстати, и как он об будет... этом кто-то задумался, что Россия до 2016 года заставляет всех переоформить российские номера, то есть украинские номера на российские, да? То есть либо с украинскими номерами нельзя будет ездить в Крыму, с российскими выезжать, пересекая границу. Ну вот, я и думаю о том, что как раз вот эти вот самые хабы, которые мы потом предложим крымской стороне как вариант закупки продуктовой, да, он в некоторой степени должен будет заставить крымскую сторону пересмотреть вот эту скорость изменения номеров и, может быть, даже где-то возможность реанимации своих старых украинских номеров. Я не знаю, какие-то способы должны будут у них быть для того, чтобы разрешить людям езжать и выезжать беспрепятственно, если это будет в их интересах. А я так полагаю на сегодняшний день, что это очень даже в их интересах. Об энергетической блокаде, как это будет происходить? Ну, технически вы имеете в виду? Технически, да. Ну, я не знаю, здесь есть, скажем, некоторые способы, в которых я не посвящена, поэтому я не знаю, насколько технически правильно это будет происходить, но я думаю, что мы увидим, и, может быть, в ближайшее время даже мы увидим, когда... Ну, не хочется говорить, Крым погрузится во тьму, это ужасно печальные слова такие. Но когда люди почувствуют на себе вот результаты энергетической блокады. Ну, представим себе, что люди почувствуют на себе результаты энергетической блокады. И что могут делать эти люди? Ну, мы опять-таки говорим им, что это возможно, вы готовьтесь, и многие из них закупают генераторы, кто-то закупает, там, скажем, свечки какие-то или еще что-то. Ну, понимаете, я думаю, что вот как раз в этом отношении, например, крымским татарам нужно бояться, но они уже за период прошлой докрымской жизни ощутили самые разные способы выживания, и они способны выжить. Точно так же, как и украинцы во времена Голодомора выживали, генетическая память сохранилась, возможности и способности к выживанию. Я думаю, что вот эта энергетическая блокада, кстати... Дарвинизм, да, выживут сильнейшие. Я думаю, что как раз-таки эта энергетическая блокада, она позитивно повлияет на все процессы, поскольку люди не будут пристально следить за телевизором, а выйдут на улицу, потому что сидеть дома без света не хочется. Нужно будет выходить, организовываться, общаться. И когда нет посылов с телеэкрана, что живется замечательно, прекрасно и, вот, и очень хорошо, они начнут быстрее ощущать все эти негативные факторы, которые повлекла за собой Россия, придя в Крым. И вы думаете, это поможет отыграть ситуацию назад? Нет, я не думаю, что назад отыграть. Я думаю, что оно вперед нужно будет, чтобы эта ситуация продвигалась вперед и отыгралась вперед. А что такое вперед отыграть эту ситуацию? Я думаю, что... Доиграть, то есть доиграть. Доиграть, да. Я думаю, что если мы отыграем назад, да, ну как бы вот тогда у людей были только представления о России, то сейчас у них есть российский опыт. Это разница в понимании России. Если раньше Россию они оценивали по сериалам и по богатым туристам, которые приезжали, то теперь они не видят богатых туристов, которые ссорят деньгами. И российские сериалы им не кажутся уже такими вот светлыми и, значит, дающие дорогу в будущее. То есть они уже начинают оценивать все, как оно есть, что сокращаются рабочие места, сокращаются зарплаты. И что? Вот они почувствуют. Сейчас почувствуют, наверное, сотрудники завода «Титан», да? Они уже чувствуют. Вот. И что, даже если они все останутся без работы,
Ну, у сотрудников завода «Титан» есть возможность, между прочим, с их олигархом Фирташем подумать о том, что, ну, наверное, в Украине торговать было им проще, легче, и они были бы обеспечены работой. И провести референдум на территории Армянской, этот кусочек хотя бы? Зачем? Ну, можно и без референдума, тем более там сейчас голодает армия. Можно просто сказать, что мы не хотим, мы будем в Украине выставить эту армию вперед, и это уже прецедент какой-то. Какую армию вперед? Вот их российскую армию, которая голодает, выставить прежде из всего. армянской ее? Нет, выставить против, скажем, оставшейся части Крыма. Ну, есть какие-то там перекупки, как у нас есть перекупки голосов, да, то я думаю, То есть сделать что... такой островок отыгранный, да, небольшой, такой армянский уже в Украине? Ну, как бы, понимаете, это не мы этого хотим. Вот здесь очень большой посыл. Не мы хотим, а они, чтобы этого захотели. А они вот, захотят? Ну, я думаю, что с работой люди захотят остаться. То есть они сейчас сидят без работы. И первый цех остановлен, они все отправлены в бессрочные отпуска. И сколько будет продолжаться этот бессрочный отпуск? А мне кажется, если 4,5 тысячи, даже как только получат просто бумажку, даже без печати о том, что они попадают под уголовную статью Российской Федерации, Криминального кодекса, да, Российской Федерации 282 прим, по-моему, да, посягательство на территориальную целостность, то у всех отпадет желание бороться за... Ну, понимаете, это может у одного, у второго, у третьего, ну, 4,5 тысячи человек сразу же погрузить в автозаки и вывести. Ну, мне это представляется маловозможным, понимаете? Когда они... вот я до конца сейчас не могу сказать, как я вижу эту ситуацию, но мне кажется, что определенное недовольство, которые могут, скажем, всколыхнуть в Крыму какую-то общую линию протестного настроения, вполне могут быть. Еще одна тема, о которой хочется поговорить. Если блокада Крыма показала некоторую разобщенность крымской диаспоры в Украине, да, мы говорим и о крымских татарах, и о крымчанах разных национальностей, то появление символического плаката «Крымско-татарская Украина, крымско-татарская автономия» вообще привела к такому уже взрыву и скандалу внутри общины, если можно сказать, о крымской общине. Почему это произошло? Ну, я вам скажу так, для тех зрителей, кто не знает, вряд ли кто-то не знает, буквально несколько дней назад Ленур Ислямов со своими сторонниками установил на въезде на оккупированную территорию 2 билборда на крымско-татарском и на украинском языках. «Добро пожаловать! Крымско-татарская Украина, Крымско-татарская автономная республика». Да. Ну, смотрите, здесь такая вещь, что мы никогда не найдем полного согласия, полного понимания среди всех граждан, и нельзя даже претендовать на то, что мы будем одобрены, или наши действия все будут поголовно одобрены. Кто-то мне... из того, что в демократии 86% никогда не бывает. Естественно, да. Ну, в лучшем случае чуть больше половины. Но вот мне некоторые пишут: Лиза, мы совсем не поддерживаем твою блокаду, это вообще ерунда полная, вот так вот блокировать людей и лишать их. Ну мы настолько за то, чтобы это была крымско-татарская автономия, просто супер. Кто-то говорит о том, что наоборот, блокада это замечательно, а вот крымско-татарская автономия нельзя, третий говорит, вообще никакой автономии нельзя, четвертый говорит еще что-то и так далее. То есть у всех разница в понимании вопроса. Кто-то говорит, надо так оставить, как и есть, кто-то говорит, пускай Крым уйдет Турции лучше, чем крымским татарам, хотя чем лучше, непонятно. Но тем не менее... А вас не пугает крымско-татарская автономия? Ну, я была сторонницей вообще этого понимания уже очень давно. То есть это даже возникло не со времени оккупации, это было еще намного раньше. У меня было такое ощущение, что когда-то все-таки, наверное, судьба Крыма изменится, и он станет таким крымско-татарским или ближе к Турции. То есть у меня такое вот чувство всегда было. Но то, что сейчас произошло, я думаю, что мы открыли таким образом... Пока это визуальный чисто компонент, я думаю, что... А что такое крымско-татарская автономия в вашем понимании? Что меняется? Как она будет отличаться от той автономии, которая сейчас есть в Крыму? Или была 23 года в составе Украины? Ну, вы понимаете, что вот я, допустим, опять-таки, анализируя Россию, я не знаю ни одной автономии, которая бы не имела бы национальной принадлежности. Их достаточно много. При этом я не вижу нигде, ни в одной российской, в авторитарной российской стране, чтобы хотя бы какая-то автономия претендовала на исключительное, скажем, более высокое право той национальности, которая, значит, как бы обладает этой автономией.
Везде есть выборы, пускай они будут не демократические, но они есть, да, но право нации на самоопределение существует. Мне очень многие задают вопрос о том, что, Лиза, это неправильно, потому что во Львове поляки захотят там сделать львовскую польскую автономию, в Закарпатье там мадяры, венгры, да, где-то в Черновицкой области там румыны выйдут и скажут о том, что мы хотим. Но это все совершенно не то, потому что у всех тех национальностей есть своя родина. И национальное есть государство. Национальное государство. У крымских татар это нет. Крымские татары единственное, на что могут претендовать в своей жизни, это на Крым. Кроме того, я так предполагаю, что основные принципы построения уже внутренней, ну, скажем так, в большей степени какой-то внутренней государственности, вот внутренней автономного устройства, они не будут отрицать всенародных выборов, Верховную Раду, которая там будет. Прежде всего, мы все-таки пишем слово «Украина», что говорит о территориальной и географической, и геополитической принадлежности общему нашему государству украинскому. Кроме того, те выборы, которые будут проходить, ведь это же выборы, и уже людям непосредственно нужно будет определяться с кандидатом, которого они будут выдвигать. И почему мы считаем, что это обязательно должны быть все крымские татары? Хотите, выбирайте немцев туда, в Верховную Раду, русских, украинцев, кому вы больше доверяете? Но дело в том, что на сегодняшний день из вот тех национальностей, которые присутствуют, на мой взгляд, мне так кажется, что большие права на национальную автономию имеют именно крымские татары. То есть так исторически сложилось. Мы помним Крым со времен Крымского ханства, мы помним начало века и определение как крымско-татарская автономия, потом оно все исчезло и так далее. То есть мы где-то исторически мы берем то, что нам принадлежит Крыму именно, принадлежит исторически, но развиваемся в будущее. Ну, почему-то мало кто пытается вот просто четко написать, это будет то, то, то. Из тех автономий, которые есть, и их немало в Европе, в Европейском Союзе, да, в странах Евросоюза, в последние годы это в основном тема касательно родного языка. Да, это защита то ли гельского языка в Шотландии, то ли каталанского или баскского языка на территории Испании. Это прежде всего речь идет о том, что, ну, скажем так, в человеческом понимании борьба вида за выживание и сохранить язык и свою культуру. То есть в Крыму, видимо, речь будет идти о больших правах для крымско-татарского языка. Возможно, об императивном изучении его всеми жителями Крыма для того, чтобы массово жители Крыма, независимо от национальности, знали крымско-татарский язык, да, со школьной скамьи, чтобы знали об этом чиновники, чтобы этот язык из бытового превратился в живой язык полуострова. Об этом речь идет или о чем-то другом? Ну и нет, почему? И об этом тоже. И действительно, крымско-татарской культуре, о которой вообще мы достаточно мало знаем, и не только Крым, и Украина, собственно говоря, я неоднократно предлагала и, соответственно, и нашим медиаресурсам, в общем-то, создать какие-то передачи, которые больше и больше повествуют о культуре, о традициях крымских татар, поскольку это народность Украины, и украинцы должны знать о крымских татарах больше, чем знают, поскольку сложилось мнение за всю историю, вот современную историю крымских татар в Крыму, во времена переселения 90-е годы еще вот эти вот совдеповские штампы, они до сих пор сохранились у многих в головах в Крыму, что крымские татары это предатели, ничего хорошего не будут, нас всех перережут и так далее. Сейчас формируется в Украине штамп, что крымские татары тоже предатели, поскольку во время оккупации не стали защищать Крым и так далее. Поэтому вот то, что сейчас вот эту акцию организовали крымские татары, это очень здорово, поскольку единственное понимание того, что они встали все-таки на позицию того, чтобы вернуть Крым в состав Украины, это революционно. И здесь действительно есть некоторые не совсем, скажем, законные шаги. Но ни одна революция не бывает законной. Давайте вспомним об этом, что любая революция – это смена власти, это насильственная смена власти, а насильственная никогда не бывает законным. Поэтому здесь то, что мы сейчас пытаемся отработать, мы пытаемся узаконить и пытаемся сделать так, чтобы на наших постах было абсолютно уважительное отношение, чтобы не было перегибов, которые, кстати говоря, сейчас имеются, но мы с этим боремся. И таким образом как бы восстановить не просто такой вот контроль, мы установили контроль на границе, да, но мы пытаемся сделать этот оккультуренный такой контроль. Это была Лиза Богуцкая, участник Крымского Майдана, блогер и общественный активист. До следующей среды.